ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 15:00. Сотрудники ухтинского филиала Пермнефть, бывшего Печорнепи, встречаются с руководством научного учреждения и представителями Лукойл Инжиниринг. Тема беседы – информация о том, что людей хотят переместить в Пермь, или же сократить рабочие места, или еще что. Информация неполная и подчас противоречивая. Как обстоит ситуация, и приехали рассказать гости. Точную цифру, сколько планируется перевести людей, всего состава предприятия не назвали. Дескать, пока это все еще в проработке. Сейчас точнее можно сказать скорее по отделам и направлениям работы института. На самом деле направление бурения частично тоже рассматривается к перемещению. Мы рассматриваем варианты сохранения рабочих мест здесь только у подразделений, связанных с авторским надзором и с выездом на скважины. Потому что из Перми летать практически каждые 3 дня на скважину, это, конечно, нецелесообразно. Это будет примерно количество в целом, которое мы рассматриваем на сохранение рабочих мест в Ухте, порядка 80 человек. Остальные подразделения, коллеги, в первую очередь, как я и в прошлый раз говорила, геология и разработка, они рассматриваются к перемещению в течение 2017 года. Направление ПИР, направление геологии будут перемещаться в начале 2018 года. То есть на 2 года это перемещение рассматривается. Поэтому никто, коллеги, не собирается ликвидировать сегодня предприятия, находящиеся в Ухте. Речь идет о частичном перемещении в Пермь. В первую очередь тех подразделений, которые, как я уже вам пояснила, должны и обязаны давать сегодня эффективные проекты под развитие компании в Республике Коми. Естественно, переезд насиженных мест – задача сложная. Поэтому на собрании много времени посвятили социальному пакету, который могут получить сотрудники, и те, которые согласятся уехать, и те, кто выберут иные варианты. Еще раз повторюсь, что мы планируем сегодня минимум на год компенсировать вам съем жилья. Мы планируем, так сказать, рассмотреть возможность предоставления всем, коллеги, исключительно всем, при перемещении возможности предоставления суды для приобретения в дальнейшем жилья. У нас будет такой, так сказать, критерий, как ключевые специалисты, для которых тоже будет разрабатываться еще более усиленная программа. При этом обсуждались также определенные компенсации в связи с детским садом, медобслуживанием и так далее. Но опять же, конкретных цифр пофамильно не назвали. Заметили, что вопрос опять же в разработке. Какой-либо конкретной информации можно ориентировочно ждать через 2-3 недели. Видимо, в какой-то момент последуют и персональные предложения сотрудникам. Представитель Лукойл Коми также сказал, что помимо перемещения в Пермь будут рассматриваться варианты трудоустройства и без переезда, или не так далеко. На сегодняшний день в Лукойл Коми 44 вакансии ИТРовских сотрудников. Из них 24 здесь непосредственно в Ухте, все остальное УСИС. Я дал распоряжение управлению по кадровому администрированию, ни одна вакансия ИТРовцев не будет замещаться до того, как не будет информация от филиала Печорнепи, согласие или несогласие перейти работнику, принять решение к нам на работу. В Ухту, пожалуйста. В Усинск, пожалуйста. Опять же прозвучали слова об определенных соцгарантиях, но за всеми этими приятностями и бонусами прозвучала и критика в адрес работы ухтинского филиала НЕПИ со стороны начальства. Притом не по одному пункту. И хотя подчеркнули, что это ошибка не столько одного человека, а больше проблемы всего коллектива, но все же приятного мало. По Коми, вот завтра называется «Мало не покажется», мы будем рассматривать, мы падаем с миллиарда запасов. Мы падаем с добычи относительно того варианта, который мы с вами считали в предыдущий раз. Даже не мы считали, вы, коллеги, считали. Сегодня, вот опять же, глядя на протоколы по рассмотрению результатов эксплуатационного бурения, я читаю практически одну и ту же достаточно серьезную фразу. Эксплуатационное бурение не обеспечено достоверной геологической основой. Это касается практически всех крупных новых разбуриваемых месторождений. Коллеги, это наша с вами задача, это наша с вами проблема, которую мы должны решать. Люди отпарировали тем, что исполняли поручения своего начальства и к тому же не так плохо и работают. А когда пришло время задавать вопросы, стали обрисовывать конкретные ситуации. Что делать, если, например, уехать не получается по семейным обстоятельствам, а работы здесь может и не оказаться? Вот некоторые из диалогов. Себе работу не найду. В плане геологического моделирования. То есть я фактически возвращаюсь к теме продавцов, которые озвучивали...
Значит, это не только финансовая компенсация. Вот повторюсь, да, мы пригласили специально представителя «Лукойл Коми» о том, что мы будем смотреть все возможности трудоустройства, да, не только в «Лукойл Коми», допустим, а какие-то другие можем искать варианты. То есть не только деньги, но и возможность трудоустройства. У нас есть пожилые, просто старенькие родители, которых мы не можем здесь оставить. За границей, к счастью, там решена эта проблема в некоторой форме. У нас вы что, предлагаете нам родителей оставить богадельню? Или уезжать к вам, или оставаться? То есть это та же ликвидация получается, та же улица, те же продавцы. То есть мы привязаны, есть такие классы, специалисты, которые сейчас привязаны к своим родителям. Они просто не могут уехать из-за этого. Вот как быть в этом случае? Резюмируя встречу. Первое. Скорее всего, она не последняя, но пока точных цифр пофамильно, кого и что ждет, не озвучивается. Второе. Те, кто согласятся уехать, должны будут приступить к работе на новом месте через 2 месяца после получения уведомления. И последнее. Если уехать невозможно, а здесь работа в других структурах «Лукойла» не подойдет, будет ли это считаться сокращением со всеми положенными выплатами? Ответ – нет. Отказ не повлечет за собой сокращение. Это совсем другая история.